Урметлі сейіржілер, бізде енді өлі әдет олды, вақыт мультфильмден сон бұл güzel студияда мұсафирлерні қабыл етмеге. Ве бүгін екінші мультфильмден сон екінші мұсафирымыз. Келіңіз таныш олайық. Әлбетте, әзіз телесерджілер мультфильмні сейреттіңіз. Анда Қырым-татар тілінде біздің мультфильміміз олды. Әлбетте, сіз тәсіліні бөле мультфильмден ала білесіңіз. Ама тәсілінен, Қырым-татар тәсілінен умумен таныш олмаға істесеңіз, бізге қошылыңыз. Біздің студиямызда Чингис Якубов, Қырым Mühendislik Педагогика университетінің ректоры тешіріп бұйырды. Селам алейкум. Саба шефлеріңіз қайырлы олсын. Алейкум селям, Саба шефлеріңіз қайырлы олсын. Достар, селам алейкум, сайғылы телесерджілер. Сабаңыз насыл, яқшы башланды ма бүгін? Аллаға мен шүкір, яқшы башландым. Саба тұрып, бетлерінің бетті юып, балаларыңыз опып, бисмилля деп, мұна сізге барғанда, ішке университетте кіріп, енді Аллаға шүкір біз яқында тұрамыз, яқында çalışамыз. Оның үшін біз енді сау болыңыз, мұсафирлер. Сізде чақсаңыз келгеніңіз. Сізде чақсаңыз. Сау болыңыз. Каждый человек, чтобы стать ректором, да, я не знаю, это непросто, я думаю, и должен быть человек образованный. Где вы учились и где получали образование? Родился я в городе Ташкенте, учился в средней школе, 64-й школе, это центр города. Я благодарен судьбе, значит, Физяковичу за очень хорошие его достижения, значит, там. Он всегда примеры приводит. Да. Значит, мы жили в центре города, в хорошей среде, значит, среди хороших очень людей. Впитали все, весь этот вот узбекский, знаете, колорит, узбекскую ментальность, дружелюбие. И очень много друзей, до сих пор они с удовольствием приезжают в Крым, очень любят посещать Крым. По возможности, конечно, в последнее время реже мы ездим туда. Вот таким образом. По окончанию школы поступил в Ташкентский политехнический университет. Меня с детства привлекала инженерия. Закончил этот университет успешно. Потом, естественно, вместе со всем народом переехали в 95-м году в Крым. Здесь уже был создан наш университет, и практически с первых дней работаю в нашем университете. Работая в университете, начинал я свою трудовую деятельность учебным мастером, и дошел до заведующего кафедры. В процессе этого, значит, роста, будем так говорить, я поступил в Харьковский политехнический университет, это известнейший очень вуз. Под руководством профессора Грабченко защитил там диссертацию. Потом обратно вернулся в университет, продолжил работу. В этот же период очень часто в процессе подготовки своей научной работы, естественно, выступал с докладами на различных конференциях. И каким-то образом там оказались наши друзья уже из Германии. Им понравился доклад, они пригласили меня в Германию, Магдебургский технический университет имени Отто фон Гёрике. Но если знаете, из школьного курса «Магдебургские шары», где разрывали они исследования в области вакуума и так далее, первые там были основы заложены. Проводил там исследования в области экологически ориентированных технологий. Это очень важно, потому что с учетом Крыма я занимался этой проблематикой. И таким образом эти исследования, они были сформированы в научную работу, законченный научный труд. Защитил диссертацию на соискание, значит, степени доктор-инженер в Германии, в Магдебургском техническом университете. После чего вернулся обратно в Крым. Хотя, конечно, откровенно вам скажу, была масса предложений, чтобы остаться, работать на предприятиях хороших немецких. Но мы не для этого, откровенно говоря, вернулись в Крым, наши родители, чтобы, значит, потом обратно ехать и что-то искать. Но в любом случае перенимать их опыт, европейский опыт, опыт европейских университетов, безусловно, очень важно.
И, конечно, хотелось бы очень спроецировать этот опыт, в том числе на наш университет, и таким образом, значит, идти дальше. И вот по сегодняшний день уже работаю в нашем университете. С Магдебургским техническим университетом у нас сохранились хорошие связи. Мы отправляли туда наших ребят на стажировки, аспирантов. Вот. Наши немецкие коллеги очень довольны нашими ребятами. То есть, ну, в области именно технического направления, то есть станки, обработка, металлообработка. То есть можно заявить, что ваше направление в инженерии – это такая более экологическая безопасность? Ну да, ну, так как известно, что все-таки промышленность Да. все-таки особым образом влияет на окружающую Конечно. среду, конечно, негативно, техногенное, так говорится, воздействие. Вот мы минимизировали эти вещи. Ну и с учетом этого, конечно, проводили исследования, обнаружили. Там интересная была работа, я растительные масла использовал. Вот. Там все говорили, мы на них, говорит, готовят, а там станки и так далее. Вот, использовал. И обнаружили очень хорошие эффекты. Вот помимо экологии, там и хорошие научные получились результаты, и вот это все. И сегодня вот на этой основе формируется целая школа, целое направление. Вот это направление ведет у нас Фюзе Кубов, это профессор известный, конечно же. Сегодня, если говорить если позволите, я перейду о кафедре. Ну, я скажу, Да, в принципе, конечно, так как я работал в последнее время заведующим кафедрой. Вот. Кафедра наша сегодня практически на 100% остепененные ребята. Хочу отметить, что где-то 80% это уже выпускники нашего университета. Ого. Вот, и это, конечно, очень Потому что отрадно. один университет в Крыму. В этом направлении. В этом направлении, да. Но есть еще Севастополь, наши коллеги, мы с ними работаем вместе. Но вот так сложилось, что это научное направление мы ведем, и это, конечно, очень радует. И кроме того, сегодня огромный спрос идет на аспирантуру. Мы аккредитовали аспирантуру машиностроения. Это чисто техническое направление. И идет очень много ребят на эту специальность. Вот. Конкурс у нас. Ребята очень хорошие, перспективные. И дай бог, я думаю, что они тоже будут защищаться и будут работать вот, на благо развития Крыма, университета, конечно. А технологии есть? Технологии есть, конечно. Сегодня, вот я вам скажу, ну, если позволите, вот буквально недавно к нам приезжала фирма, ну, так как идет санкционная политика, они просили, значит, не оглашать, я не могу сказать, но эта фирма представлена в 130 странах мира. И приехали, значит, с Москвы. Провели мы прекрасный семинар. У нас очень хорошо оснащенные, Аллах шкур, лаборатории. Ну, эти лаборатории не просто так возникли. Я в течение последнего времени, лет, наверное, 10 занимался только созданием этих лабораторий, потому что техническое направление, оно, так знаете, не может моментально сформироваться. Это процесс очень накопительный, долгий, и мы к этому целенаправленно шли. И сегодня мы хотим аккредитовать в том числе уже и магистратуру, чтобы полностью перейти уже на инженерное направление. А вот они отметили хорошую очень организацию. Мы проводили таким образом, что у нас в конференц-зале проходили мастер-классы, вот, в наших лабораториях уже шли практические навыки. У нас есть очень хороший немецкий станок с числовым программным управлением, там очень инновационные программы. Вот они демонстрировали работу своего инструмента, какие возможности, пригласили достаточное количество специалистов с предприятий. Отрадно, что там было очень много и наших выпускников в том числе. Вот, мы видим, как ребята растут. И вот на пути этой интеграции мы дальше будем продолжать работать. И, значит, я думаю, что в ближайшем будущем уже будут какие-то и промышленные внедрения. Ну, таким вот образом. Говорят, что в Крымском инженерно-педагогическом университете, на факультете, именно инженерном факультете, есть такая специальность. Вот в Крыму больше такой нет. В плане, по-моему, в плане машиностроения даже. Вот охрана труда, как бы она самая востребованная, да, считается. А вот именно в плане машиностроения есть какая-то специальность у нас в университете, что вот только
именно с этим дипломом берут на работу, и других таких дипломов в Крыму больше нет? Какая-то специальность такая самая востребованная у вас? Ну, у нас вообще-то все специальности востребованные. Вот. И, в принципе, все специальности по-своему уникальные. Вот. Мне трудно сейчас выделить какую-то одну среди них. Чтобы студенты не перебежали. Да. Вот трудно выделить, но я хочу сказать, что сегодня у нас там работают и молодые заведующие кафедрами. Вот. И мы сегодня готовим, а тут есть небольшая специфика, что все-таки мы аккредитованы как педагогическое профессиональное образование. Вот. И сегодня мы ставим перед собой цель, чтобы получить аккредитацию именно на чисто инженерные направления, так как все-таки Крым, несмотря на то, что здесь, конечно же, считается, что это туристический регион, но я вам хочу сказать, что вот анализируя исторические факты со времен Советского Союза, здесь было заложено огромное количество промышленных предприятий. И сегодня все-таки реальный сектор экономики формирует промышленность. А туризм, он всегда был дотационным, и значит, государство вкладывало большие средства в то, чтобы люди могли оздоровляться. То есть больше это была социальная программа. Ну, сегодня это уже переходит в бизнес. Да. То есть можно смело заявить, что есть желание получить такое право построить новую какую-нибудь машинку и выпустить ее именно, чтобы она была из Крыма. И Крымско-татарская. Крымско-татарская машина. Почему бы нет? Почему бы нет? Почему бы нет? Почему бы нет? А вот если говорить о машинках, мы вот крымские татары, ну знаете, у нас испокон веков мы лошадей очень любили. Сегодня молодые ребята все любят на машинах, значит, ездить. Да. У нас есть прекрасная кафедра автомобильного транспорта, ее возглавляет профессор Мир Абдуллаевич Абдулгазис. Это, конечно, очень серьезный ученый. Он уже сегодня формирует свою школу. У него первая защита была вот в Волгограде, в Российской Федерации. Мы с чем его поздравляем. Вот. И сегодня там очень такие работают целеустремленные ребята, которые открыты для инноваций, для новых идей. Почему бы нет? Надо ставить эти задачи. Я думаю, что у нас все получится. И будет своя, наверное, какая-то машина. Ну, может быть, начнем с какого-то маленького, я не знаю, картинга или чего-то, но потихоньку будем двигаться дальше. Сметался. Чингизбей, вы теперь ректор университета. И как ректора ваши дальнейшие планы? Ну, конечно, хочу сказать, что планы большие, грандиозные, но тут главное не распыляться. Главное не распыляться, потому что если мы будем за все браться, хвататься, то мы можем ничего не сделать. Поэтому тут нужно выработать систему мер, систему мероприятий, которые мы последовательно будем реализовывать, внедрять. Естественно, все эти мероприятия будут нацелены на модернизацию нашего университета, на развитие инновационных образовательных технологий, на развитие, значит, естественно, научных школ. Сегодня у нас работают очень уважаемые, очень глубокие люди, профессура нашего университета. С большим поклоном, с большим уважением отношусь к этим людям, потому что они стояли у истоков развития университета. И вот каждый из них сегодня формирует свою научную школу. Конечно, Февзи Якубович всегда недоволен ими, всегда он их, значит, давит. Но при этом мы же отдаем себе должное, мы видим эту динамику, и я уверен, пройдет время, и именно эти люди, они будут основателями тех школ, которые сегодня вот у нас зарождаются. И есть очень хорошие результаты, очень много защит. И эта динамика и докторских, и кандидатских защит, и это, значит, эти показатели неуклонно растут вверх. Действительно, в университете очень талантливые студенты, преподаватели. Один вопрос всегда мучил меня. Все-таки сколько лет учился в этом университете, всегда мучил один вопрос. Почему все-таки музыканты на 9-м этаже, все-таки рояль с 9-го этажа тяжело все-таки? Вот как? Вот нет желания музыкантов чуть пониже, пожалеть их немножко? Да, после обеда слушаешь только Знаете, музыку. мне в голову пришла такая просто аналогия. Это анекдот есть такой. Еврейский папа говорит еврейскому сыну, говорит: Сеня, говорит, таскай ноты, иначе, говорит, будешь таскать рояль. Вот, понимаете, в принципе, тут... А рояль стоит на 9-м этаже? Да. Ну, возможно, ну, как бы и в актовом зале есть рояль, да, и пианино, все есть, как бы. Ну, просто Ну, иногда щас бывает, лифт сталкиваешься с работает. такими проблемами, когда в лифте там барабанная установка, вся вот это вот едет, а людей там нет. Как-то странно немножко иногда бывает. В лифте? Да. Барабан вроде бы лифт, открываешь, там барабан едет, а людей нет, как-то едет странно. А студенты, самое интересное, уже на 1-м этаже ждут.
1 на 9. Ну, я вам скажу так, главное, у нас уже есть лифты. У нас 3 я лифта, не потому что работаю, одно время да. нас критиковали за то, что нет лифта, но это серьезно очень. Когда Вещи, будет сегодня общежитие? все работает. Общежитие? Да. Общежитие – это вопрос архиважный, ибо он связан с привлечением студентов. К примеру, по международным программам. Мы не можем сегодня обеспечивать международные программы взаимодействия, пока не обеспечим, значит, не будем обеспечены студенческими общежитиями. Поэтому в этом плане мы возлагаем огромные надежды на полиэтнический центр молодежи, который будет, значит, в соответствии с программой развития 15-25 год. Вот итогом этой программы должен быть, естественно, уже реализация этой программы должен быть построен наш, иншаллах, Центр полиэтнической культуры молодежи. Студенты собрались, спрашивают. Да, студенты собрались и спрашивают, интересно, да. На самом деле, Чингизбей, чох саумыз. Я надеюсь, что у нас еще будет очень много возможностей пообщаться. И новые темы у нас еще появятся, новые вопросы обязательно. Но сегодня, в заключительном таком этапе нашей беседы, чего бы вы хотели пожелать зрителям, студентам, преподавателям, сотрудникам? Ну, прежде всего, я бы хотел пожелать нашим зрителям, кто смотрит, значит, здоровья, благополучия в семьях, хорошего настроения, счастья, смех детей. Ну, это, конечно же, главное. Но и, кроме всего прочего, все-таки в основу вот нашей такой национальной политики, я бы сказал, должна быть заложена система образования. И я желаю всем, я не знаю, можно рекламировать или нет, родителям, тем нашим будущим абитуриентам, приглашаю посетить наш университет, посмотреть наши лаборатории, познакомиться с нашей профессурой, познакомиться с нашими преподавателями и делать свой правильный выбор. И надеюсь, что этот выбор будет сделан в сторону нашего университета. Чох саумыз келгеніңіз үшін. Сіз саумыз балар, сіз саумыз, Алла қуат кетірсін. Урметлі сейерчилер, яйынымыз девам этмекте, небетекі рубрикамыз нелер бізге кетірежек? Мен белесем, ажиба не үшін бізге әрбір тәфсилатларны айтacak ve elbette bugün biz Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin yakınca tanış olduk. Biz elbette er vakit tanışmız, biz anda tahsil alamız etesteli seyirciler ve siz de bu şarayetlerini özünüzge berebilirsiniz. Çünkü bu haftada men bilsem bu yılda her bir böyle misafirlerimiz, yanı böyle mezunlarımız için açık günler ola ve Kırım Üniversiteti'nin böyle Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin kapıları siz için her vakit açık ve geliniz, bakınız ve men bilesem siz beginnersiniz ve bu yerde tahsil alıp öz böyle Kırım Tatar milletini şanını yutuklarga eriştirirsiniz ve elbette acaba ne için rubrikası sizge takdim edilecek. Buyurunuz.